Здравствуйте! В эфире новости на телеканале АТВ. Главные новости на сегодня. Подарки от службы пробации. Камрадской детской музыкальной школе 50 лет. Отметили 2 праздника в один день. В честь праздника Дня защиты детей служба пробации порадовала семьи осужденных подарками. Это уже не первый раз, когда сотрудники данной службы оказывают такую помощь. Была также запущена кампания по оказанию помощи детям из социально уязвимых семей. Подробнее об ее организации расскажет инспектор службы пробации Татьяна Рогак. К Международному дню защиты детей 3 семьи из района Шолденешц получили теплые обеды и подарки. Сюрприз устроило местное представительство службы пробации, в офисе которой прошло мероприятие. Дети 3 женщин, находящиеся в неладах с законом, получили игрушки и одежду. Сотрудники службы пробации говорят, что просили финансовую помощь у ряда учреждений и экономических агентов города. В мероприятии приняли участие и гости из Голландии. Для того, чтобы интегрировать в общество несовершеннолетних детей и их мам с условными сроками наказания, служба пробации совместно с представителями некоторых религиозных конфессий запустила кампанию по оказанию помощи детям из социально уязвимых семей. Сотрудники службы собрали деньги и одежду и подарили 6 подросткам из разных населенных пунктов района. Дети очень обрадовались, а их мамы подчеркнули, что служба пробации не первый раз помогает им материально. Служба пробации раньше оказывала нам помощь. Не могу сказать ничего плохого. Поставили на учет, чтобы мы могли получать пособие, помогли устроить ребенка в детский сад, на Новый год дали детям подарки. Что ты думаешь о сегодняшнем мероприятии? Мы рады, что нам дали подарки. В районе Шолденешц на учете службы пробации состоит 157 человек. Среди них 22 женщины, 3 из которых с несовершеннолетними детьми. Большинство этих женщин были осуждены за кражи, торговлю людьми, семейное насилие и незаконное распространение психотропных веществ. В честь юбилея детской музыкальной школы города Камрад в Доме культуры состоялось праздничное мероприятие. Поздравить с праздником школу приехали многие преподаватели. Все они начинали свою трудовую деятельность именно в этом учебном заведении. Подробности данной темы далее. Торжественное мероприятие состоялось в Камрадском доме культуры по случаю празднования юбилея детской музыкальной школы. Данное учебное заведение в городе Камрад было открыто еще в 1966 году с целью воспитания в подрастающих поколениях любви к музыке и привития человеку через нее высоких духовно-нравственных ценностей. И до настоящего времени школа продолжает те традиции, которые были заложены предшественниками. Поздравить с юбилеем музыкальную школу приехали многие преподаватели, которые свою трудовую деятельность начинали в Камрадской школе. Ровно 10 лет здесь работал, с 71 по 80. Приехал с моей женой, как молодые специалисты, в 23 года и уехали в 33, возраст Иисуса Христа. За это время было очень много. Невозможно, скажем, назвать какой-то момент, что мне было самое лучшее. Конечно, рождение сына в городе Камрад было апогей моего счастья и пребывания здесь, в городе Камрад. Но было очень много творческих таких моментов, успехов, в том числе, что я создал оркестр «Дюзава», я его основал, между прочим. Создал детский оркестр народной музыки «Алтынджик». Я создал духовой оркестр при музыкальной школе. Одно время, сколько я был. Я очень горд, очень рад этому событию. Я вдвойне рад, потому что здесь, как говорится, и мои ученики, и ученики уже моих учеников отличаются. И, к сожалению, мы вот так, я не в той стадии старости, но идет к этому. И, к сожалению, для нас, но к радости того, что за нами есть хорошая смена. Прекраснейшая. Концерт прошел на очень высоком уровне. Все номера были отличные, все очень было красиво. Я хочу выразить благодарность, конечно,
руководству города Камрата и лично Ивану Васильевичу, всем педагогам музыкальной школы за то, что они организовали и вложили свой большой труд в это дело. Концертная программа торжественного мероприятия завершилась гимном школы, музыку к которому написал гагаузский композитор Илья Филев, а слова Тодор Занет в массовом хоровом исполнении. Его руководителем многие годы является преподаватель музыкальной школы Нина Михайлюк. Хочу сказать, что именно этот предмет развивает детей, понимаете, всесторонне. Там развивается и музыкальный слух, там развивается и гармонический слух, там развивается и музыкальная память, там развивается и ритм. Абсолютно все стороны, которые нужно развить у детей, они развиваются. Если специальности, скажем, выделено на 2 часа в неделю, то хору выделено 3 часа в неделю. Понимаете, это очень важный предмет, но как работается, как работает преподаватель с хором, это уже другой вопрос. Музыкальная школа носит имя Марии Златовой, уроженки города Камрат. О ее творческой деятельности мало известно, но о некоторых моментах ее жизни рассказал директор Камратской музыкальной школы Иван Люленов. Мария Златова, уроженка города Камрата. То, чем она занималась, мало источников очень, понимаете. Известно дословно, что она закончила Петербургскую консерваторию, что она была направлена обратно в частной консерватории УНИРя, где преподавала. Она дала первоначально несколько уроков известной Марии Чеботари, певице знаменитой на весь мир. Но потом она уехала в Румынию, и там ее следы затерялись. Все, что я знаю о ней. Просто хочу сказать, что решение было принято Народным собранием. Мы это решение приняли, и то, что мы имеем сегодня. Музыкальная школа пережила многие трудности за эти 50 лет своего существования. Менялось и имя, которое она носила, на имя Андрея Валькова, камратского предпринимателя и бизнесмена, построившего совсем недавно для музыкальной школы новое современное здание. В настоящее время школа снова носит имя Марии Златовой. В ней функционируют 4 отдела – струнный, фортепианный, духовой и народных инструментов, где обучаются дети по 9 специальностям. При Башкане гагаузской автономии заработал Координационный совет по работе с международными донорами. Положение о деятельности совета и его состав утверждены в Камрате во вторник, 1 июня. В состав Координационного совета вошли представители 18 дипломатических миссий и международных организаций, аккредитованных в Молдове. Его целью является координирование распределения финансовой и технической помощи, предоставляемой внешними партнерами Республики Молдова. Гагаузская автономия в результате сотрудничества с посольствами и международными организациями в 2015 году внедрила 81 проект общей стоимостью 210 миллионов леев. Этот результат в 2 раза выше показателей 2014 года, сообщила Башкан Гагаузии Ирина Влах. В то же время предоставляемые стране средства должны более эффективно распределяться и учитывать приоритеты гагаузской автономии, добавила глава Гагаузии. Целый ряд ответственных лиц из автошколы Луканешты Кагула, а также Кагульского отдела учета и регистрации транспорта и водителей госпредприятия «Регистру» подозревается в коррупционной деятельности. Около 40 дел граждан, получивших водительские права в Кагульском отделе госпредприятия, были изъяты сотрудниками Национального центра по борьбе с коррупцией. В Национальный центр обратилось сразу несколько человек, пожаловавшихся на незаконные действия чиновников, требовавших деньги за успешную сдачу экзаменов, либо за сдачу экзаменов без прохождения теоретических и практических занятий в автошколах. Суммы взяток по предварительным данным варьируют от 300 до 500 евро. Прошедший накануне ливень нанес немалый ущерб молдавским жителям. Особенно пострадали населенные пункты в Хинчерском и Левском районах. В столице затопило десятки улиц, и многие машины оказались под водой. Под водой оказался автомобиль супруги мэра Дарины Киртуаке. Около 200 домов в селе Яргара Левского района оказались в воде после прошедшего ливня. В селе Луганешт Хинчерского района затопило десятки хозяйств, а в столице улицы и подвалы многоквартирных домов. В одном из магазинов, расположенном в подвале многоэтажного
многоэтажки на Ботанике сложилась критическая ситуация. Вода стекала почти по проводке. Премьер Павел Филипп созвал около полуночи экстренное заседание Центра оперативного реагирования при чрезвычайных ситуациях. Он потребовал у ответственных органов в случае необходимости вмешаться в ситуацию и защитить людей и их имущество. Пожарные и спасатели всю ночь ликвидировали последствия ливней. «15 кустов культивированной конопли, оружие и боеприпасы изъяли сотрудники полиции в доме жителя города Вулканешты. В ходе проведения запланированных профилактических оперативно-розыскных мероприятий по пресечению совершения преступлений и по раскрытию ранее совершенных 27 мая 2016 года сотрудниками полиции при проведении санкционированного обыска в домовладении жителя Вулканешты были обнаружены и изъяты 15 зеленых кустов, по внешнему виду напоминающие культивированную коноплю, травматический пистолет неустановленной модели и 17 резиновых пуль к нему. По данному случаю ведется следствие. Ветераны футбола Молдовы и Турции сыграют товарищеский матч. Состоится он на центральном стадионе Камрата. Спортивное мероприятие организовано Управлением молодежи и спорта Гагаузии, Федерацией футбола Молдовы и Молдавской метрополией. Цель проведения матча – популяризация футбола. Среди футболистов будут также и представители церкви. 1 июня в городе Неспарень отметили сразу два праздника – День защиты детей и День города. Для жителей и гостей города было организовано праздничное мероприятие, в котором приняли участие даже воспитанники детского сада. Подробнее об этом смотрите наш сюжет. 1 июня в городе Неспарень отмечают Международный день защиты детей и День города. По этому случаю местные власти подготовили обширную программу. Праздник начался с выступлений воспитанников детского сада. Малыши читали стихи, пели и танцевали. Затем перед собравшимися выступили представители местных органов власти и приглашенные гости. Я очень рад тому, что сегодня на празднике присутствует столько жителей нашего города. Рядом со мной находятся городские и районные советники, председатель района, которые тоже спешат поздравить всех вас. Я желаю вам хорошо провести время. В этот день на площади много детей и молодежи. Это доказывает то, что жизнь в городе бьет ключом и у него большое будущее. От имени районного совета желаем вам здоровья, радости, успехов, достижений, любви и процветания. День города – великий праздник, который объединяет нас и делает добрее. В Неспарень в последнее время начались хорошие изменения. Доводятся до конца проекты, начатые раньше при других советниках и примарах. Ничего не стоит на месте. В конце дня примария организовала грандиозный концерт, посвященный Дню детей и Дню города Неспарень. Международный день защиты детей впервые был упомянут в Женеве в августе 1925 года на Всемирной конференции, в ходе которой 54 представителя разных стран приняли Декларацию прав ребенка. Это все новости на сегодня. В студии работала Елена Челак. Больше наших новостей вы можете посмотреть на нашем новостном сайте atv.md. До встречи в эфире.